Говорить и думать на родном языке для этих людей норма. Студенты ингушского направления, кандидаты филологических наук, профессора. В зале только те, кто тесно связан с углубленным изучением филологии. Все мы знаем, что это год 2022 Путиным Владимиром Владимировичем объявлен годом сохранения национальных культурных традиций малых народов. И в рамках этого года и при правительстве нашей республики проводится работа, есть комитет, который работает по сохранению и совершенствованию ингушского языка. И я думаю, что данное мероприятие, которое проводит женское просветительское общество ИРОС, оно именно несет эту работу. В нашей стране на сегодняшний день 150 национальностей и народов, каждая из которых имеет свои обычаи, традиции и язык. Обязанность каждого не терять это наследие и передавать его через поколение. Однако ситуация сложилась таким образом, что треть из них на грани исчезновения. Прививать любовь к родному языку нужно прям с малых лет. Даже когда этот ребенок лежит в колыбели, да? Родная мать должна ему петь песни. У нас есть ага и лира, то есть это колыбельная на ингушском языке. Чтобы прям с колыбели этот ребенок, он слышал ингушский язык с маминых уст. Популяризация родного языка – говорящее название мероприятия, организованного Ингушским государственным университетом и женским культурно-просветительским центром ИРОС. Здесь не просто рассказывают о важности сохранения языка, но и показывают, как сделать это правильно. По опросу в 2010 году ингушской речью владели только 67% из числа ингушского населения республики. Мы работаем над созданием календаря ингушского, работаем над сборником ингушских сказок, которые могут, адаптированным вариантом сказок, которые могут быть поняты именно детьми маленького, младшего поколения, дошкольного возраста. Помимо этого еще идет работа над плакатами по ингушской литературе и так далее. Директор ингушского НИИ имени Чаха Ахриева Нина Барахоева уверена, ингушский язык исчезающим назвать нельзя. Складывается такое мнение в первую очередь из-за уменьшения числа говорящих. В большинстве семей говорят на государственном языке, и даже дети первым языком осваивают русский. В регионе проводится большая работа по повышению ингушской грамотности. Собира стейхов ангельского чувака, что ангельского чувака. Ведь состав того, что чекан, возможно, ишбалар, толком бахан жмалар деял, чувствует, экер бахан, вообще социологический вопрос, что сама женщина. Если мы тогда учётся на невостребованность языка, халла мы тогда чему цеешь что Хава Кадзоева сейчас на 3-м курсе. Девушка изучает ингушский язык и литературу и понимает, что в современном образовании есть свои нюансы, которые необходимо доработать. Будущий филолог надеется, что у нее хватит навыков и знаний обучать школьников с применением собственного подхода. Учить детей должны профессионалы, которые знают и любят язык. Я знаю, у нас в республике есть такие случаи, что родители пишут как-то отказные вот эти заявления, чтобы их дети не обучались по этой дисциплине. Я считаю, что это большая ошибка, и родители сами лишают своих детей будущего как полноценных представителей своей национальности. Миссия мероприятия – сохранить язык, через который слышны голоса предков, а фразу «без прошлого не может быть будущего» организаторы сегодняшней встречи использовали как рабочую установку. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.